Всем привет, друзья! Сегодняшний влог посвящается нашему семейному походу, друзья. Мы находимся на побережье реки Чиган. Эта река протекает также через наш город Уральск, а также через села, и мы находимся в селе. Село это называется Садовое. Друзья, как вы знаете, я все еще в родном Казахстане, поэтому я очень-очень хотела поделиться с вами этим видео. Сегодня мы приехали в село Садовое к моему дяде и тете, к бабушке. У нас сегодня поход. Друзья, это село не так просто его назвали Садовое, потому что когда-то здесь был большой-большой сад. Но, к сожалению, на данный момент уже сад не в таком состоянии, как он был раньше при Советском Союзе, так скажем. Но тем не менее, вот как видите, здесь у нас растут разные яблоки, разные сорта яблок можно увидеть. А также давайте покажу вам чуть дальше. Здесь у нас пасутся барашки. Природа очень-очень красивая. Красота, она у этой природы своя, особенная. Это сухие ветки, друзья. Эти ветки мы будем использовать при приготовлении шашлыка в последующем. А вот вначале мальчики наши собирают эти сухие ветки и пока подготавливают. Вот такой вот живописный вид открывается, друзья. Конечно же, это не Анталия, это не морская вода, но тем не менее, это наша речка родная, хоть она и немножко позеленевшая, но все же мы ее любим, потому что в родной земле, в родной реке всегда есть своя энергетика, которая притягивает, которая именно дает какую-то внутреннюю силу, поэтому мы очень летом любим купаться. Конечно, это не единственная река, вы знаете, также протекает в Уральске у нас река Урал, также называем на казахском Жайык, также протекает Деркул, поэтому, думаю, в последующих видео я также поделюсь в своем следующем влоге. Друзья, смотрите, здесь у нас дерево, оно очень большое, и, как видите, корни смыло водой, но дерево держится, потому что у него очень-очень крепкие корни. Посмотрите, я решила это все заснять, а пока наши все купаются и охлаждаются. Дальше, друзья, мы приступили к подготовке чаепития. Конечно, мы немножечко уже проголодались, это приближается обед, поэтому все сели за стол. И у нас первое блюдо, конечно же, будет плов. Моя мама приготовила вкуснейший плов с бараниной. Может, я немножко ошибаюсь, кажется, говядина, да. Не баранина, а говядина, скорее всего. Ну, не суть. В общем, у нас был вкуснейший плов. Также приготовили салат, разные вкусности. И всей семьей собрались за столом. Кушаем, болтаем. Тут наша племянница, она помогает завести самовар. Дальше, смотрите, друзья, прямо возле нас, в метрах 200, да, примерно, пасутся барашки. Я также хотела это заснять, показать наших разноцветных барашек. Посмотрите, тут вот специальный такой вид, называется Едельбай Коя. Вот у них именно курдюк такой большой бывает. Можете, наверное, заметить. Друзья, дальше смотрите, это мои братишки, они играют. Казахша курес, да, это борьба такая. Они играются. Я решила заснять, и тут они застеснялись. Ну ладно, поехали дальше. Дальше у нас опять водная процедура, все купаются.
Как видите, на том побережье плескаются братики. Они переплыли речку. Здесь подбегают же ребята. Они хотят попить воду. Как я говорила ранее, друзья, это не пляж. Это мы сами решили войти в воду, где нам было удобно. И, конечно же, здесь пасется скот, поэтому они подходят, пьют воду. Еще такой момент, друзья, в этой воде внизу водятся раки. Они периодически пощупывали нас, наши ножки, пальчики ног. Здесь у нас прыжки в воду. Как говорила, братишки переплыли на ту сторону и плескаются в воде как только могут. Вот вся прелесть лета. Друзья, конечно же, у нас идет второе блюдо на подходе. Это будет шашлык, поэтому подготавливают костер для шашлыка, а мы тем делом начали пить чай с вкусняшками. У нас тут десерты, разные пироги, тортики и, конечно же, любимый каймак натуральный. И все принялись пить чай. Погода немножечко ветреная стала, но тем не менее на улице жарко, поэтому можем сказать, что поход у нас удался. Когда всей семьей идем на поход, то обычно делаем шашлыки обязательно. Также это бывает шашлык из курицы. Также в обязательном порядке обычно делают шашлык из красного мяса. Но так как у нас первое блюдо было именно с мясом, поэтому шашлык решили сделать из курочки. Друзья, смотрите, мой дядя, он мастер по шашлыку, по приготовлению шашлыка, поэтому он ловко все это готовит, жарит. Друзья, я не могу передать этот аромат через экран, но думаю, вы можете это себе представить, когда дым дымится и вкус мяса с приправой. Это просто очень-очень пикантный вкус. А это наш самовар. Друзья, смотрите, первая партия шашлыка готова, и все принялись делать дегустацию, пробовать. Дальше у нас будет на подходе вторая партия. После шашлыка мы по традиции пошли купаться. Конечно, здесь я успела засветиться на камере, так как я сама оператор, поэтому не всегда удается засветиться в такие моменты, но в этом видео, как видите, на левой стороне я плыву, и сейчас у нас с мамой гонка, кто приплывет первый. Конечно же, у меня руки длинные, поэтому я приплыла первой. Друзья, уже приближается вечер, это примерно часов 5, либо 6, и после очередной процедуры водной мы приступили к арбузу. Все собрались еще раз, и сейчас будем смаковать наш арбуз. Смотрите, друзья, речка светится от солнечных лучей. Друзья, как рекомендуют во время пандемии, обязательно нужно выбираться на природу, тем самым укрепляя иммунитет, вырабатывая витамин D, чтобы зимой хватило с лихвой.
этого витамина. Друзья, мое видео подходит к концу. Это было семейное видео, которым я хотела поделиться с вами. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайк. Всем говорю до скорой встречи и пока-пока.